Приветствую студии телеканала «Якутия-24». В эфире программа News on Air и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня я расскажу вам о том, чем опасны походы в лес, чем развлечь себя на грядущих выходных и о многом другом, прошедшем в республике за последние часы. В конце июня в Якутске пройдут Дни Татарстана. Для подготовки в Якутию прибыла делегация из Братской Республики во главе с заместителем премьер-министра Василием Шейхразиевым. Свой рабочий визит зампремьера начал с возложения цветов к памятнику видного государственного и общественного деятеля Платона Аюнского. По мнению гостя, столетие Якутии – значимое событие для всей страны и тюркских народов. Конечно, очень здорово, когда мы говорим братские наши республики, в первую очередь это республика Саха-Якутия, у нас очень славная история. И нам очень сильно повезло, что на наших землях жили и живут очень трудолюбивые, умеющие дружить, работать, созидать. Если есть необходимость защищать нашу страну граждане, умеют создать семьи, воспитывать детей с большим уважением, которые относятся к старшему поколению. Когда мы делегациями приезжаем в субъекты Российской Федерации или за пределы России, всегда начинаем нашу работу с возложения цветов великим личностям этого субъекта или этой страны. Конечно, Республика Татарстан и Республика Саха-Якутия отмечает в этот промежуток времени столетний юбилей. Мы в прошлом году были в гостях в Республике Татарстан в Казани по приглашению президента Казани. Для нас был устроен, организован мероприятия очень полезные, нужные для нашего общества. И в этом году по приглашению главы республики они посещают нашу республику во время Исеха Туймады. Значимость очень большая, между нами общая, нас объединяет сходство культуры, языка. Татарстане республика динамично развивающийся регион, есть перспективные планы в сфере промышленности, туризма, предпринимательства, сельского хозяйства. И все эти проекты должны быть воплощены в жизнь. И, соответственно, мы наметили заключение соглашения и работу по их реализации и исполнению. В столице республики стартовал фестиваль современного искусства «Территория Якутск». Творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края и других регионов России представят свои спектакли и театральные эксперименты. Наша коллега Полина Долинская побывала на одном из представлений фестиваля. Фестиваль современного искусства «Территория Якутск» открывает моноспектакль-инсталляция «Картон» молодого режиссера из Петербурга Кирилла Люкевича. Картон в этой постановке – главное действующее лицо и основной предмет исследования. Зрителям предлагается узнать обо всех этапах его производства. В основе этого спектакля лежит исследование. Нам было интересно, сколько сценических воплощений и вообще что мы можем сделать с картоном, с крафт-бумагой и вот вокруг этого. И когда мы начали такую маленькую свою лабораторию, мы собрались вдвоем, мы начали это пробовать крафт-бумаги, потом перенеслись на картон, задействовали скотч и пытались изобретать разные формы, форматы и поняли потом, что это очень рифмуется. Цикличность есть у этого, и нам показалось, что это очень рифмуется с человеческой жизнью, с такой цикличностью. Нам хотелось бы в это верить, что человеческая жизнь такая же, возможно. Постановка представлена в формате моноспектакля, где исполнителем является один актер. За основу взята жизнь среднестатистического человека, который родился, взрослел, работал, а иногда и даже засыпал в электричке. По ходу действия на разных этапах жизни у главного героя появляются дополнительные персонажи – девушка и домашний питомец. Но в конечном итоге он все равно остается один. Такая жизнь очень непредсказуема. Так сложились обстоятельства, и вот как они складываются, вот у этого персонажа так сложились. Проводником по этому миру выступает картонный человек, и его жизнь тоже является составной частью действия. Устройство картонной коробки, ее внутреннее пространство, взаимодействие с другими такими же коробками оказывается одновременно реальностью спектакля и источником мифотворчества.
Действие спектакля длится около часа, и за это время зритель вовлечен в процесс, заинтригован и ждет, что же будет дальше. На первый взгляд, это история о круговороте картона в природе, но при глубоком осмыслении это рассказ о том, как человек, изучая мир, узнает самого себя. Полина Долинская, Артем Алексеев, Якутск. Осторожно, в Якутии стартовал сезон активности клещей. При отдыхе на свежем воздухе повышается риск стать жертвой клеща. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году число обращений в травмпункт увеличилось вдвое. Что нужно делать при укусе и о мерах предосторожности, расскажет Светлана Амосова. Лето, прогулки, лес и высокая вероятность быть укушенным клещом. Излюбленные места обитания этих вредоносных насекомых – заросшие травы участки леса или парка. Клещи малоподвижны и обычно прикрепляются к телу и одежде на высоте не более метра. С 5 мая по сегодняшний день к нам обратилось 8 человек по поводу укуса клеща. С горного улуса, село Бердигистяк, с Нерингри. И в черте города это Вилюйский тракт 6 километр, Покровский тракт 10 километр и одного ребенка с городского парка. Укус клеща безболезнен. Лишь через сутки или двое возникает ощущение легкой тянущей боли, так как на месте присасывания развивается местная воспалительная реакция, иногда с нагноением. Ранка от укуса обычно сильно зудит и очень медленно заживает. Клещ наиболее опасен в весенне-летний период. Больше всего активны утром и вечером. Любят затененные влажные места. Важно знать, что они не падают с деревьев или с кустов. Клещи ползут снизу вверх и подстерегают свою добычу среди травы. Поэтому специалисты рекомендуют не лежать на полях и, отправляясь в лес, одевать закрытые вещи. Меня еще никогда не кусал клещ, и не хотелось бы. Но если бы меня он укусил, я бы пошла бы к врачу. Гуляя по тротуару, не захожу в чащу леса. Брызгались от комаров в основном. А так желательно, конечно, прививаться. Лучше сходить и сделать прививку. Знаю я клещей. Если вас укусил клещ, не надо его снимать самостоятельно. Либо поехать в больницу, чтобы они сняли. Если это клещ зараженный, то его надо сразу же, там должны делать укол. Стараемся не ходить, где трава высокая. Если вас все-таки укусил клещ, необходимо сразу направляться в травмпункт или в ближайшую поликлинику. Одним из средств профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Однако прививки следует ставить за несколько месяцев до начала сезона. Именно столько времени требуется организму, чтобы накопить достаточное число антител. Светлана Амосова, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Участники клуба при Амгинском центре творческого развития выехали на участок фермерского хозяйства. Цель – ознакомиться с посевными работами весной. Руководитель предприятия разделил ребят на группы по видам работ. Первая группа собирала сучья на деляне, вторая группа ошкуривала бревна изгородей, третья колола дрова. На второй день члены клуба помогли отремонтировать изгороди посевной башни в Битюнском наследии. Общая протяженность отремонтированной изгороди составила 3 километра. Работа на свежем воздухе укрепила здоровье ребят. Они узнали историю местности и внесли свой вклад в подготовку к посевным работам. 2 дня мы помогали работникам КФХ по ремонту изгородей и ошкуривали бревна. Мне очень понравилось, как мы обедали на природе в свежем воздухе и играли с друзьями. К этому часу все, ну а я продолжаю следить за самыми интересными событиями туризма, быта и традиций Якутии. Встретимся в следующих выпусках News on Air. До скорого!